Доброе утро, уважаемые коллеги, хайырлы хөрмәтле коллегалар. Татарстан Республикасы Язучылар берлегенең үлемсез әдәби полк акциясенә багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Галина Инис кызы Зайнуллина, үлемсез әдәби полк проекты җитәкчесе, Язучылар берлегенең әдәби тәрҗемә һәм рус әдәбияты бүлегенең әдәби консультанты. Илсер Вазыйх кызы Ихсанова, үлемсез әдәби полк проекты координаторы, Язучылар берлеге рәисенең иҗади мәсьәләләр буенча урынбасары һәм Владимир Леонид улы Нежданов, Татарстанның атказанган мәдәният эшлеклесе, Аксенов йорты каршындагы реплика әдәби музыкаль театрының сәнгать җитәкчесе. Галина Инисовна, первое слово предоставляю вам как руководителю проекта. Да, необходимо включить микрофон. Расскажите, пожалуйста, коротко о целях и задачах данного проекта. Я всех приветствую, всех благодарю, что удостоили нас вниманием. И сейчас расскажу о проекте. В июле Министерство культуры, оно все бюджетные организации культуры обязало как-то повысить, развить свои проектные компетенции. Мы с Эльсерой Вазиховной прошли обучение и принялись за составление гранта. И решили свой проект назвать «Бессмертный литературный полк», и целью его сделать оцифровку книг писателей-фронтовиков Татарстана. Почему было принято такое решение? Потому что произведения писателей-фронтовиков Татарстана написаны на очень высоком художественном уровне. Я сейчас имею в виду только русскоязычные. И они, несмотря на это, к сожалению, выпали из активного читательского и литературоведческого оборота. То есть они подзабыты. И грант был выигран в сентябре, и мы приступили к его реализации. Очень внимательно изучили фонды библиотеки Союза писателей Республики Татарстан. Они достаточно богаты, и мы там обнаружили очень много редких изданий 20-х, 30-х, 40-х годов, ну и 50-х, само собой. Отобрали книги писателей-фронтовиков, и даже после этого мы устроили выставку редких книг. Она у нас в течение где-то 3-4 месяцев, с февраля по май, она проходила в одном из кабинетов Союза писателей. Ее посетили где-то около 200 человек. Было приобретено оборудование для оцифровки книг. Это специальный сканер, ноутбук к нему. Была сформирована команда. Были привлечены партнеры проекта. Ну и где-то уже, начиная с января, началась оцифровка. Часть книг уже оцифрована и выложена на сайте Союза писателей Республики Татарстан. Там был сделан специальный раздел, он так и называется «Бессмертный литературный полк». Сейчас там выложено 13 книг. Всего там должно быть представлено 16 писателей русскоязычных фронтовиков Татарстана. Ага. Ну, проект, он предполагает расширение, и в дальнейшей перспективе будут оцифрованы и книги татарских писателей-фронтовиков на татарском языке. Но, конечно, тут надо смотреть, насколько они редкие, потому что все-таки татарские писатели-фронтовики, они более востребованы читательской аудиторией, а вот то, что выпало из читательского оборота, то, несомненно, будет оцифровано и доступно.
А подскажите, пожалуйста, вы сказали 16 писателей, назовите хотя бы некоторых из Так, них. это Юрий Белостоцкий, Геннадий Паушкин, Сергей Ефремов, Павел Евгеньев, Игорь Толстой, Аркадий Мельников, Александр Бендецкий, Дмитрий Сычев. Так. Да, Мазит Рафиков. Этот писатель, он, кстати, он великолепно владел и русским языком, и татарским языком. Рамзи Илялов. То есть вот, у каждого тут из них очень интересная, часто трагическая биография, потому что, будучи фронтовиками, они во второй половине 40-х годов они попали под идеологический пресс. Вы, наверное, слышали об этом постановлении в связи с редакциями журналов «Звезда» и вот этими гонениями на Пастернака, на Ахматову. И все это коснулось и наших писателей. Так, будучи студентом Казанского университета, Рамзи Илялов был репрессирован, он был вызван на Черное озеро, отправлен в ссылку, где он достаточно долго находился, под обвинение в безыдейности попал Геннадий Паушкин, тоже будучи студентом Казанского университета филологического факультета. Они учились вместе с Мазитом Рафиковым. Но Геннадию Александровичу Паушкину удалось как-то выйти из этой трудной ситуации, потому что он написал письмо Исаковскому. У него было стихотворение «Тополь», и совершенно безобидный. Вот он послал стихотворение Исаковскому, и тот за него вступился. Тихон Кононович Журавлев за произведение «Рядовой Антипов» тоже был обвинен в каратаевщине, так называемой, потому что его самое знаменитое произведение «Рядовой Антипов», оно где-то было созвучно идейно Льву Николаевичу Толстому, а точнее его эпопеи «Война и мир». Толстой же там, исследуя тайну стойкости русского солдата, он на образе Платона Каратаева пришел к выводу, что эта тайна заключается в стирании личного «я». И то же самое, в общем-то, написал в своем произведении Тихон Кононович Журавлев. Но это было нельзя в советское время, то есть источником стойкости должны были быть верность партии, правительству, лично вождю Сталину. Ну, вот его спасло уже заступничество Шолохова. Рамзи Илялов также пострадал, но тут он, конечно, это была уже другая кампания. Это было в 1968 году. Он, будучи учителем и субкором учительской газеты, он выступил против ввода советских войск в Чехословакию и написал статьи в «Руде права», в чехословацкую газету и в французскую «Юманите». Но они, естественно, эти статьи протестные не дошли до адресатов, они были перехвачены, они пришли в горком партии, Рамзи Илялова туда вызвали, и он там говорил о том, что народ сам должен определять свою судьбу, и ввод советских войск в Чехословакию – это никакая не интернациональная помощь, это оккупация. Он был исключен из партии и уже не смог работать ни журналистом, ни учителем. Он работал шофером, выучился на шофера, по-моему, и
уже управлял речным транспортом. И, как он сам говорит, его спасло от ГУЛАГа только фронтовое прошлое. Он тоже был летчиком. То есть вот летчиков среди писателей-фронтовиков Татарстана было достаточно много. Это Дмитрий Сычев, Рамзи Илялов, это Юрий Белостоцкий. Среди них самым интересным с художественной точки зрения является, конечно, Юрий Белостоцкий. Его проза, это отмечал и режиссер Чухрай, сам тоже участник Великой Отечественной войны. Когда он познакомился с прозой Белостоцкого, он сказал, что он ничего подобного никогда не читал. Проза Белостоцкого, она вот сродни фолкнеровской. Там такие длинные предложения с придаточными, с эпитетами, с нотками преувеличения, часто даже не структурированные. Но это какую имеет цель? То есть он подтверждает хорошо известную, но подзабытую истину, что война — это не то, кто кого перестреляет, это то, кто кого передумает. И поэтому вот это такое замедленное повествование с детализацией, с погружением в психологическое состояние летчиков, оно вот сродни компьютерной симуляции полета или воздушного боя. И там читатель может вот действительно как-то вот в рапиде, в замедленном таком восприятии ощутить на себе, как принимаются решения. Спасибо большое, Галина Нисовна. Давайте передадим слово следующим спикерам. Илсербазых Нусрау Сизгелига проектның үзенчәлегене дә һәм ул дәвамлы булачакмы, я булмаса менә бер мәртәбә оештырылып, ул инде шуның белән тәмамланып, яңа проект турында уйлый башлаячаксызмы? Хайырлы көн, хөрмәтле коллегалар. Коллегалар дип әйтәм, чөнки мин гомер буе журналистикада эшләгән кеше. Әйе, бу проект безнең дәвамлы булачак. Галина Нисовна әйтте инде, проектны без Россия президенты фондыннан оттык. Һәм башта уйлаган вакытта без инде бер төрле уйладык. Аннан соң без аны дәвамлы итәргә уйладык та, үзебез инде иң беренче шушы техниканы безнең инде бу оцифровка ясар өчен техниканы үзебезгә сатып алырга булдык. Чөнки менә Галина Нисовна әйтте, безнең китапханәдә бик күп кызыклы китаплар бар. Без әлегә менә фронтовик язучыларны оцифровайттык. Хәзер инде алга таба без цифрлаштырдык. Хәзер инде алга таба без башка китапларында цифрлаштыра алырбыз дип уйлыйбыз, чөнки безнең кулыбызда мондый техника бар. Бу проект безгә менә шушындай техник яктан бер ныгыту берде. Икенче яктан безнең Галина Нисовна әйтте, чынлап та татар язучылары арасында әдәби иҗаты тирән, укучыга кызыклы булган бик күп китаплар, алар инде дөнья күргәннәр һәм башкаларын безгә эзләп бетерергә кирәк. Безнең китапханәдә бу эш бара, бу эш дәвам итә. Аннан соң менә бер эш икенчесен китереп чыгара бит инде, шулай Галина Нисовна әйткәнчә, безнең бу проект кысаларында сирәк кулъязмалар, сирәк китаплардан күргәзмә ясалды һәм ул күргәзмә турында язган журналистларга безнең анда Мәдәни җомга, Татар информ, Интертат һәм тагын Идел журналларына шушы форсаттан файдаланып мин рәхмәт әйтеп китәсем килә, чөнки алар чынлап та үзләре килеп күрделәр, бик кызыклы безнең монда китаплар. Менә Галина Нисовна аны иң беренче табып алды инде безнең Муса Җәлилнең 1944 елда чыккан китабы. Ул бер кайда да юктыр дип саныйм, бәлки кайдадыр кысылып ята торгандыр, ләкин менә халыкка мәгълүм булган һәм халыкка барып җиткән бу китап юк. Чөнки уйлап карагыз, әле Муса Җәлил бу вакытта тоткында, аннан соң аның бит инде исемен кайтару процессы була, әле аның исемен безгә аның шигырьләрен укырга ярамый. Китап безнең дәреслекләрдән, китаплардан аның шигырьләрен төшереп калдыралар иҗатын, ләкин менә шул вакытта 44 елда аның китабы чыккан. Һәм бу бит инде искиткеч кызыклы факт. Һәм моны ул китапны билгеле инде, ул китап белән кызыксынучылар бар. Безнең Муса Җәлил
музей йорты, ул китапны инде үзләренә бирүне сорый әлбәттә. Без карарбыз әле, ул безнең күргәзмә дәвам итә. Аннан соң безнең бу проект кысаларында безнең менә партнерлар белән бергә эшлибез дип әйттек. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә театр реплика театры, аның җитәкчесе Нирданов Владимир Леонидовичка. Владимир Леонидович, вам очень мы признательны, что вы с нами работаете. И действительно, в дальнейшем мы уже еще планируем работать вместе. Чөнки безнең бу проект кысаларында хәзер башланып китәчәк районнарга чыгу һәм районнардагы укучыларны да шушы китаплар белән таныштыру, шушы проект белән таныштыру. Бу эштә безгә менә шушы реплика театры ярдәм итәчәк. Беренче менә һәм безнең инде беренче очрашу булачак Аксенов йортында 22 июньдә. Аннан соң инде безнең график төзелде. Районнар белән аларның вакытларын әле без төгәлләп бетерергә тиеш, чөнки җәй көнне үзегез аңлыйсыз, җәй ничек безнең инде төп эшебез барыбер дә көзгә калыр. Шулай итеп без менә бөтен Татарстан районнарына ук булмаса да һәр төбәккә йөреп алырга уйлап торабыз бу проект белән. Якынча ничә районга бару инде планлаштырылган? Безнең 8-10 район дип без планлаштырдык. Алла таба ничек булыр, менә шул 8-10 районга без барачакбыз һәм Казанда да безнең инде менә әйткәнемчә беренче очрашу була. Аннан соң инде кызыксыну булса без тагын каядыр бәлки бу Казанда да 1-2 очрашу оештырып ала алырбыз. Шундый планнарыбыз бар. Демәк, 22 июнь көнне Аксенов йортында сәгать ничәдә башлана һәм анда керү иреклеме? Менә хәзер ул турыда инде безнең Үзләре әйттеләр. Аңлашылды. Бик зур рәхмәт сезгә. Владимир Леонидович, как я понимаю, вы являетесь партнером данного проекта, и по итогам данного проекта уже родилась какая-то театрализованная постановка. О чем она, в каком она формате, и вы будете ее презентовать, как я понимаю, в районах. Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Театр реплика литературно-музыкальный. Не случайно мы взялись за эту работу, за этот проект, поскольку у нас уже 6-летний опыт работы с такими материалами, как поэзия, литература, музыка и так далее. Изначально наш театр был создан как раз для этих целей. Наша задача пропагандировать поэтов, равно как Казани, Татарстана, России в целом, зарубежных поэтов. То есть мы решили заняться именно этой нишей поэзии и отчасти прозы, литературы и так далее. И в этом у нас есть уже довольно большой опыт за 6-летний срок существования театра. Мы работали над темой Эдит Пиаф, один из первых спектаклей был. Потом была тема «Помним и любим», где проходили как раз с красной линией поэты времен Великой Отечественной войны, в том числе и казанцы, и татарстанцы, то есть как параллельно этому проекту уже опыт такой был. «Чистопольская тетрадь», где мы поднимаем тему тему эвакуации Союза писателей Советского Союза во время Великой Отечественной войны 41-43 год в городе Чистополе. И, так сказать, на этом строится спектакль, на их произведениях. Потом есть такой спектакль «Вокзал», где 23 поэта современных казанских у нас привлечены к работе, сами того не подозревая, наверное, и где получилось некое такое полотно, довольно не эклектичное, а уже связанное тематически, сюжетное, драматургически и так далее. Поэтому не случайно, когда вот Галина Инисовна предложила нам эту работу, мы за нее взялись, поскольку эта тема действительно нам близка, как по форме, так и по содержанию. И получилось, что сама идея, так сказать, оживления поэтов русскоязычных, тогда мы просто взяли эту тему именно Татарстана, она была нам параллельно близка, она выросла вот в такой проект, да? Уже, скажем, спектакль один был, но мы его считаем как генеральная репетиция, прогон в Союзе писателей, а послезавтра у нас будет уже, соответственно, премьера этого спектакля в Доме Аксенова в 18:00. Милости просим, приходите, пожалуйста. По жанру я, например, этот спектакль определил следующим образом. Он несколько не театрален, а больше литературен. То есть дело в том, что там просто идет такой формат чтения.
формат чтения, и мы смело им воспользовались, мы не стали прятать листочки, шпаргалки там какие-то и так далее, мы просто берем текст и воспроизводим его. То есть некая такая, как раньше говорили, литературно-музыкальная композиция. Да? Но литературно-музыкальная композиция – это нечто иное, поскольку если мы занимаемся театрализацией каких-то вещей, то настолько глубоко у людей проникновение в материал, что вот эти вот, скажем так, факт чтения, он уже не воспринимается как само чтение. Понимаете, это намного глубже, намного больше. Скорее всего, это актерская работа с листа, если так можно назвать. Ну, вы знаете, вот тот показ, который был у нас еще да, во время пандемии мы бы раньше стали воспроизводить все это, но, увы, так сказать, не получалось по объективным причинам. Но тот показ, который был, он даже показал себя, и там были родственники тех самых людей, о которых идет речь, и они довольно бурно и живо очень на это реагировали. И потом подходили, мы сами удивились, насколько получилось для них это проникновенно, поскольку это их жизнь, частичка их биографии и так далее. Ну, а как работают наши актеры? Могу привести, только немножко похвастаться, один пример. На том же самом показе приходили мои друзья, которые какое-то отношение имеют к театральной деятельности, вот и спросили: а у тебя театр весь профессиональный? Я говорю: нет, у меня театр не профессиональный, у нас всего 2 профессиональных актера, а остальные люди, ну, что называется, не со сцены. Это и офицеры, отставники МВД, очень заслуженные люди. Вот это и врачи есть там, и музыканты и так далее. Вот. И я просто похулиганил и говорю: пожалуйста, ребят, вы посмотрите спектакль, а после спектакля мне скажете, кто профессионал, кто не профессионал. Знаете, было очень приятно, что они ошиблись в своих оценках после спектакля. Приходите, посмотрите, как люди просто проживают до глубины души тот материал, который они держат в руках, и насколько они проникновенны, насколько они созвучны тем авторам, которых они представляют. Спасибо. Üstep şunu aytasım kile, şunlap da bizning Yazıcılar Birliginde ötken küzde bulgan mına bu spektaklde kızганычка каршы тиги зал бик тулы дип әйтә алмас идем, ләкин анда килмешә калган кешеләр бик үкенделәр. Сездә шулай үкенечкә калмасын. Бу чын мәгънәсендә язучыны, бүтән шагыйрьне, бүтән үзенең ичке хисләре белән һәм аның бүтән фаҗигале язмышы белән һәм иҗатының бүтән матурлыгы белән ача ала торган шушындый спектакль, аны спектакль дип әйтергә кирәк инде. Иң мөһиме ул кешене дулкынландыра торган, кешене дулкынланмыйча калдырмый торган. Шуңа күрә сезне көтеп калабыз һәм сезнең укучыларны да көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, уважаемые коллеги, у вас наверняка есть вопросы. Давайте перейдем непосредственно к вашим вопросам. Татаринформ. Мындай суроо, менә сез әйттегез, тагын китапларны эзләячәкбез дип, әйме? Сирәк китапларны эзләүдә ниндидер булса проблемалар бармы? Менә сез аларны койлардан эзлисез, кемнәргә мөрәҗәгать итәсез? Менә шулар хакында. Иң беренче, әлбәттә, без бу проектны башлаганда безнең максатыбыз үзебезнең Язучылар Берлегенең китапханәсендә сакланган китапларны табу иде. Менә Галинстан әйтеп үтте, безнең шактый кызыклы китаплар сакланган һәм аларны инде бүгенге көндә үзегез беләсез, китап бастыру бик җиңел эш түгел, бик катлаулы һәм шактый күп чыгымнар сорый торган эш. Шуңа күрә аны инде цифрлаштыру һәм ул цифрлаштырган чиракта бүгенге заманда укучыга да тизрәк барып җитә. Шуңа күрә без үзебезнең китапханәдән башладык. Аннан соң әлеге проектның безнең партнерлары булды. Milli kitapxanədən biz алар белән эшлибез һәм алар да безгә үзләрендә булган кызыклы китапларны тәкъдим итәләр. Һәм алга таба инде без авыл, менә без бит районнарга чыгарга җыенабыз һәм анда да кайлардадыр бәлки сакланган китаплар бардыр. Алар белән дә бу эшне без дәвам итербез дип уйлыйбыз. Аннан соң инде әлбәттә без хәзергә
шушы фронтовик язучылар, фронтовик шагыйрьләрне, ләкин без аның белән ничекләргә уйламыйбыз. Без кызыклы һәм инде бүгенге укучыга да кызыклы булырлык, ләкин инде бастырырга мөмкинлек булмаган башка китапларны да без инде алга таба бу проекттан тыш эшләрбез дигән өметтә торабыз. Рахмет. Уважаемые коллеги, если у вас есть еще вопросы, то давайте поактивнее. Возможно, у спикеров есть что добавить. То... Да, конечно. Вот, рассказывая о трагических судьбах, я забыла упомянуть об Игоре Толстом. У нас был такой писатель Игорь Толстой. Вот тут вот вы видите, у него книга на ролл-апе называется «Люди в кирасах». Кирасы — это такие металлические нагрудники, которые выдавали бойцам штрафбата. Вы знаете, их бросали на самые трудные участки, практически обрекая на верную смерть. Как попадали в штрафбат? Ну, попадали в окружение. Вот в первый год уже была неразбериха. Какие-то части попадали в окружение. Или кто-то отставал от части. Потом он прибивался к своим, но там никто с радостью этого бойца не встречал. Их отправляли в специальный концентрационный лагерь, где подвергали допросам. Причем в течение нескольких месяцев, изматывающим. Вот в этой книге «Люди в кирасах» это описано. Это было до того все тягостно, что люди потом отправку на фронт в Штройбате они воспринимали радостно, воспринимали как избавление. «Люди в кирасах» — эта рукопись была одобрена Симоновым, и она где-то в середине 60-х, в так называемую «Оттепель», должна была выйти в московском издательстве, и была уже положительная рецензия. Но потом «Оттепель» была свернута, и тут же рецензент, который написал положительную рецензию, он уже написал отрицательную. И тогда Игорь Толстой отправил ему телеграмму: «Мне жаль тебя, присяжный рецензент, не потому, что ты мою зарезал повесть, а потому, что ты, увы, не прецедент, когда на пятаки разменивают совесть». И его повесть вышла только в татарском книжном издательстве в конце 80-х годов. Он ее уже... Если увидел, то недолго радовался, он уже пережил инсульт, у него были рукописи двух еще произведений, он их не успел завершить. Вот. И, к сожалению, мы вот так этого писателя потеряли. Полностью он не реализовался. Потом вот здесь, конечно, не видно, вот тут есть фотографии, в самом низу есть фотографии литературного кружка, который вел на факультете русского языка и литературы Геннадий Александрович Паушкин. Вот он там сидит молодой, красивый, с орденом Красной Звезды, а рядом с ним Мазит Рафиков, тоже студент, он помладше. И вот уже повыше, эта фотография вам видна, это уже 30-летие Победы, и здесь много писателей-фронтовиков, в основном татароязычные писатели-фронтовики, а из русскоязычных здесь Тихон Конович Журавлев и опять Геннадий Паушкин и Мазит Рафиков, они снова рядом. Они дружили всю жизнь. Дочь Мазита Рафикова, достаточно известная казанская журналистка Гузель Подольская, она говорит, что они дружили, в общем, до конца дней Мазита Рафикова. Он умер достаточно рано, потому что он был инвалидом войны, был ранен в позвоночник и в руку. И вот, тем не менее, в 50-м году вот его, инвалида войны, со студенческой скамьи отправили в ссылку. Мазит Рафиков, когда он вернулся, был реабилитирован, он в 60-м году возглавил в Союзе писателей СССР секцию художественного перевода. Ее еще тогда не было, отдельной секции.
И он переводил многих татарских писателей, но такое генеральное направление его деятельности были переводы Тукая. Потому что до 60-х годов Габдулла Тукай переводился активно, но переводились его стихотворные произведения. А тем не менее прозаическое наследие тоже было достаточно богатым. Там были критические статьи, письма, памфлеты, фельетоны, мемуары. И вот этим как раз занялся Мазид Рафиков. И вот в 1962 году он организовал всероссийское совещание по художественному переводу в Казани. И здесь съехались из всех республик, автономных, союзных. Вот Семен Липкин приехал, Леонид Соболев. И вот доклады, они собраны вот в этой уникальной книге «От знакомства к родству». То есть в дело художественного перевода очень много сил вложил Рафиков. Если вот эти доклады почитать, то, конечно, получаешь представление о том, на какой серьезный уровень это было поставлено. То есть большое внимание уделялось филологически грамотному подстрочнику. Вот. Сейчас вот эти приемы работы, я бы сказала, что они утеряны. И это надо восстанавливать. Спасибо вам большое за такое подробное дополнение. Да, у нас есть еще один вопрос. Шамиль, Татар-Информ. Вот в вашем прайс-листе сверху написана строчка, что написано «Творчество писателей, фронтовиков Татарстана в массы». Мне, конечно, слово «масса» немного как-то режет ухо. Вот. Почему нельзя написать «в народ», допустим, вместо слова «масса»? Ну, это так, реплика только. Нет, вопрос... это очень дельное замечание, да. И вот у вас на бане написано «Цель проекта» – это популяризация прозы, поэзии и публицистики писателей, фронтовиков. А раньше разве этой цели не было такой? Почему это... У Союза писателей? Наверное, да, у Союза писателей. Если вы подчеркиваете вы цель проекта. Как под этот проект цель? По-моему, эта цель была всегда такой у писателей. Союз писателей, как минимум. Ну, знаете, ведь у Союза писателей есть этапы, так ведь? Там приходит новый председатель, соответственно, наверное, новое направление деятельности. И сказать, что существует вот такая вот преемственность непрерывно, ведь нельзя. И потом на одном этапе актуально одно направление, на другом этапе другое. Вот с приходом меня на должность литературного консультанта русской секции вот так на первый план вот вышло это направление. Вот. Начиналось все с Геннадия Паушкина, с его творчества. Ему в 21 году было 100 лет. И Союз писателей ему, кстати, установил мемориальную доску на Адмиратского, 14, в доме, где он жил. Был проведен вечер его памяти. Вот уже, да, мы не упомянули Яна Венецкого. Был такой достаточно известный в свое время писатель, не только писатель, журналист, прокурор, участник не только Великой Отечественной войны, но и войны в Испании. Вот у него есть «Мадридская повесть». Но он, конечно, в памяти остался только как первооткрыватель подвига Девятаева. Ему в этом году, в марте, было 110 лет. Мы это отметили статьей в «Бизнес онлайн». Совместно с Бириным я написала. Юрию Белостоцкому было 100 лет в апреле в этом году. И мы тоже это отметили в «Бизнес онлайн» статью, посвященной очеркам его жизни и творчества. Бирин пишет биографию, и я пишу творческий портрет. Но эта работа будет продолжаться. Вот в следующем году будет 100 лет Тихону Журавлёва. Я тоже надеюсь, что это не пройдет бесследно.
Ну, с другой стороны, когда мы занялись вот писателями-фронтовиками, мы уже говорили, что мы обнаружили вообще очень много редких книг. И как бы возникают новые направления. Мы бы хотели сохранить эти редкие книги, ведь редкие книги – это история, которую можно подержать в руках. У них особая энергетика. Вот, так сказать, поле деятельности наше расширяется. Спасибо вам большое. Мы желаем организаторам проекта побольше читателей, чтобы о вашем проекте узнало максимально большее количество людей и успешных вам выездов непосредственно в районы. И надеемся, что ваш проект действительно будет долгосрочным. Вам, уважаемые коллеги, хорошего и приятного дня. Всем спасибо.